В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Дальневосточный фонд высоких технологий планирует до конца года довести свой инвестиционный портфель до 1 миллиарда рублей, вложив средства в развитие альтернативной энергетики, робототехники и технологий хранения энергии. Фонд уже проинвестировал в 3 проекта около 400 миллионов рублей и до конца года планирует расширить свой портфель до 5-6 компаний. Отмечу, что Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока, Роснано и РВК по поручению президента России. Фонд инвестирует в интеллектуальное программное обеспечение и промышленный интернет вещей, а также альтернативную энергетику и хранение энергии, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Российско-японский инвестиционный фонд за время своего существования смог привлечь 16 инвесторов из Японии, с которыми были подписаны соответствующие контракты. Об этом на полях ВЭФ заявил председатель Совета директоров Государственного японского банка для экономического сотрудничества Тадаси Маэда. По его словам, Дальний Восток за последние годы обрел большой потенциал, который позволяет ему стать главным российским узлом для развития торговли с азиатским регионом. Также он отметил, что фонд в рамках ВЭФ подпишет договор с Внешэкономбанком о финансировании строительства тепличных хозяйств в Якутии. Речь идет о строительстве 3-й очереди тепличного хозяйства «Саюри». Проект предполагает использование природного газа в теплицах для того, чтобы выращивать свежие овощи. Японский банк предоставит кредитную линию для Внешэкономбанка, а потом он переведет эти деньги в рубли. Как ожидается, проект завершится к 2020 году. Дальневосточный федеральный университет организует подготовку кадров для угледобывающей компании «Колмар», которая является резидентом территории опережающего развития Южная Якутия. Соответствующее соглашение между вузом, компанией и агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке стороны подписали на полях Восточного экономического форума. Документ открывает новые возможности. Это эффективная совместная работа по развитию кадрового потенциала, совершенствованию практикой ориентированной подготовки и повышению квалификации специалистов, нацеленная на успешную реализацию важнейших проектов угольной отрасли. Отметим, что «Колмар» планирует создать в регионе до 8 тысяч рабочих мест к началу 2021 года. Также в первый день ВЭФ компания «Колмар» и правительство Якутии подписали соглашение о сотрудничестве для развития социальной инфраструктуры в городе Нерюнгри. Отмечается, что компания рассмотрит вопрос строительства жилого фонда, а правительство региона займется решением вопроса строительства детских садов и школ. Также стороны будут проводить работу по привлечению средств из федерального бюджета для строительства инженерной инфраструктуры и расширения возможностей арендного жилья. Республики Саха-Якутия одним из первых регионов Дальнего Востока приступила к реализации проектов в территориях опережающего развития. Для нас этот инструмент, который был запущен по поручению президента страны еще в 2015 году, является ключевым для развития экономики, и мы уже сейчас видим ощутимый экономический эффект от его задействования. В частности, он заключается в том, что за это время резидентами территории опережающего развития, а их 29 сегодня в республике, создано более 5000 рабочих мест. В целом, участие Якутии на форуме – это не только узнаваемость республики, но и конкретная мера для привлечения инвестиций. Об этом сказал заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. По его словам, Якутия является одним из ключевых игроков сырьевой экономики, но и также осваивает сферу IT. Крупные отраслевые мероприятия, международные мероприятия. Это не только узнаваемость республики, но это и конкретные меры, направленные на увеличение количества прямых инвестиций, на увеличение количества открываемых предприятий на территории республики и участие республики в ассоциации для того, чтобы мы проводили интересную для нас политику в отдельных отраслях, что тоже очень важно, потому что республика является одним из ключевых игроков, как минимум, в сырьевых видах деятельности, но также наш растущий вес и значение в инновационных, высокотехнологических отраслях диктует необходимость нашего участия в таких мероприятиях. Поэтому данный партнер создаст те необходимые условия для того, чтобы мы такую работу развивали. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за работой Восточного экономического форума.